Ух, машин-то сколько, смотрите, а. Ё-моё, вон самолетик взлетает. Смотрите, вон самолет летит. Вон, 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 вон. Видно, да? Точка такая. Точка вот летит она. Вот с аэропорта он летел. Что за самолет не вижу, но вот лампочки моргают, вижу. Короче, у нас теплынь в Якутске. Минус, сколько там градусов? 128 посмотрел. Ну реально тепло, в общем-то. Реально тепло. Так вот, в прошлом году в это время, в декабре, было за 40. За 40 однозначно было. А в этом году что-то тепло совсем. Так, ждем пока. Так, вас немножко потрясет. Потрясет немножко. Я тут пока эти варежки одену. Варежки одел. Так. Ну что, потихоньку давайте двигать. Блин. Мне надо схватить его. Телефон. Извиняюсь. Рукавицами тоже неудобно немножко. Приходится. Как там один палец большой. Хватать им. Перчатки получите. Но в перчатках ходите. Они мерзнут быстро. Если толстые, то опять неудобно. Вот варежки легче одевать. И это самое. Ну, снимать, одевать, если что. Перчатки немножко сложнее. И у них холоднее. Так, ну что, давайте прогуляемся с вами. Ой, там пробка-то какая, а? Смотрите, это улица Кирова у нас. Что там, елку поставили, интересно? Может, туда он пройтись с вами? Давайте. Сейчас сначала сюда нырнем. Улица Кирова. Тут небольшой такой мостик. Так, заранее всех предупреждаю, что такой вертикальный ландшафт, поэтому лучше вертикальный это план, поэтому лучше смотреть на сотовом телефоне. Вот канал, вот смотрите, такой канал, он тропинка уже, люди ходят, собаки бегают. Так, и мы сейчас с вами вон туда должны добраться до этой точки, как-то перейти вот эти наши теплотрассы. Как нам их перейти? Ой, целое дело здесь. Вот это пробираться. Видали, какие... Мне надо залезть, вот это все. Вот сюда вот. Еще я в одной руке телефон держу. Давайте я хватаю его. Так, главное, чтобы он не упал. Смотрите, какие здесь у меня преграды. Это просто жуть. Так, хорошо, палка вот есть такая. Мы за нее беремся. О! Так, здесь трубы. Ой, блин, что-то... Куда я полез-то, а, люди? Добрые. Мне тут... Так. О, залез. Все, очки запотели у меня. Давайте-ка я очки сниму. Очки сниму. Привет, привет. Люблю море. У нас в Москве солнышко. Да, у нас тоже тепло. У нас сегодня градусов 25. Что, в общем-то, для Якутска, для декабря месяца не свойственно. Вот перешли мы с вами вот такую вот теплотрассу. Тут несколько труб. Вот тут видно, даже люди ходят, посюда перебираются. Могли бы мостик построить, но что-то не строят. Вот поэтому людям вот так вот приходится. С риском можно с них это кувыркнуться. Они скользкие, круглые. Так, теплынь у нас, короче. Вообще. Так, сейчас вот тут памятник. Сейчас туда подойдем. Короче, конец рабочего дня. Я не знаю, что творится в городе. Еще вот это потепление, и все машины повыгоняли свои. Вот сейчас вот пробки сплошные в городе. Пробки вот сейчас вот вечером. Я не знаю, люди по магазинам, что ли, ездят. Или что? Куда они все ездят, несутся. Вот этот такая у нас памятник, да, как бы знак Якутии. Сейчас вам прочитаю поточнее. Так, вот, видно? Россия, Якутия. Вот знак. Вот такой вот. Тут первый эти казак, который здесь был. Это его жена, местная жена из местных. Тут у них ребенок родился. Вот такой вот ребенок. А вот этот
Короче, он известные личности, там в интернете наберите насчет памятника вот этого. И вам, значит, он напишет, что о чем, к чему здесь. Ну и вот тут вот сверху вот такая вот тут конструкция, вот такая круглая, вот такая вот. Ну, в честь как бы соединения Якутии и России. Ой, блин, у меня шнурок еще развязался. Ё-моё. Вот беда-то, а. Вот беда. Как мне его сделать? Шнурок надо что-то с ним сделать, потому что я сейчас запнусь и свалюсь. Не хватало мне еще проблем таких вот. Так, ладненько. Пошли дальше. Сами наблюдаете, да? Остановочка. Вот сколько транспорта. Ужас. Поэтому сейчас вот ехать одни сплошные пробки, поэтому я решил пройтись. Я решил, и это самое, как бы, заодно постримить. У меня 30% заряда аккумуляторов, поэтому вам длинного стрима не обещаю, совершенно не обещаю. Тут он еще замерзнет на меня телефон. И разрядится довольно... Ну, я не думаю, что долго проработаем. Вот. Завтра уже у нас что? У нас конец пятницы, рабочий день. Завтра суббота, воскресенье. Так что красота. Можно будет 2 дня отдохнуть, полежать на печке, нога на ногу. Так, говорится, да? Так, вот это такое большое здание. Это дворец детского творчества имени Авдеевой. Такая конструкция, еще советская времена. Мощное такое сооружение. Только тут бетона залили. Так, пишите, если кто что-то хочет спросить и так далее. Я не могу. Ну, давайте вот так вот. Варежку-то могу снять, в принципе. Мне проще. О, так. Пока никто ничего не пишет. Поэтому давайте просто погуляем. Кому интересна обстановка, ситуация в городе Якутске на вечер. Это никакое число-то, 10 или 9? Я не помню уже. Попуталась в голове. По-моему, 10, да? Или 9? Ну ладно, не столь значима разница. До Нового года уже почти ничего не осталось. Пару недель, да, и все. Пару недель. Кстати, ух ты, смотрите, что интересно. Мы вот этот дворец детства. Сейчас туда зайдем, посмотрим. Там какие-то ледовые композиции, я наблюдаю, поставили. Вот. Проходим. У них шлагбаум, все как положено. Ну, обычно вот в этом здании проходит городская елка. Вот в этом здании. И, ну, детей сюда. Но вот сами понимаете, пандемия, вот эта всякая ерунда. И сейчас не проводятся вот эти мероприятия массовые. Ух ты, а смотрите, что тут творится-то, а? Ё-моё. Ну вы видали, это кого они соорудили? Это кто такой? Тигр. Да, точно, это тигр. Ух ты. Видно там, я надеюсь, вам. Вот такой тигр из снега. Из снега, вот. Видали, да? Супер-пупер. Тут же у нас целый конкурс проходил. Вот эти вот мастера, всякие, ну, которые из льда делают скульптуры, из снега. Вот они соревновались между собой. И, значит, вот целый конкурс у них был с призами там, то все. Так, еще что, вот такие елки здесь прикольные стоят, светятся. Вон там еще елка. Так. А вот я еще вижу, здесь какая-то композиция вот тут по центру. А с этой стороны я что-то вижу еще. Посмотрим. А вот это вот тут кружки, детские кружки, вот эти всякие разные. Вот в этом здании. Так, вот,
Бык. Это год быка. Вот тут быка изобразили вот таким образом. Прикольно, да, кстати? Блин, надо было мне сфотографировать. Ну ладно, я сейчас стримлю, потом подойду. Днем, наверное. Вот, бык, бычара, он какой, рога у него. Рога у него. И что, это пар, да, и пар из носа идет. Вот пар из носа. Вот такой вот. Бычарка. Так, там он с Новым годом надпись на входе. Здесь что, какая-то елка, да, это елка, я так понимаю, вот, пополам рассечена она, и он моргает, видно, да, и что-то какой-то дождик падает, этот огненный. Так, давайте мы сюда. Здравствуйте, какая красота, да, вам показывают, специально прохаживаюсь. У нас жара в Якутске, тепло, оттепель 20, ну, по ощущениям градусов 25. Но в интернете смотрел 28. Термометра у меня нету, поэтому вот вам говорю, что... Так, вот тут, короче, такая композиция, тут еще не все доделали, получается. Но по городу сейчас делают, ваяют вот эти ледовые... Вот эта часть уже, в общем-то, и доделана. Смотрите, это сани, да, такие вот сани прикольные. Тут можно сесть даже, посидеть, фоткаться. Лучше, конечно, днем, если у вас слабенький фотоаппарат. Вот так вот оно все сделано. То есть лошадка быстроногая, да, как там в песне. И вот сани. Так, тут еще что-то вот эти вот штуки, я говорю, это типа ограждения, да, видать, это чтобы люди сильно сюда не подходили. И пока еще не доделанная композиция, видать, ну там еще что-то, потому что льдины там лежат, льдины вот такие вот лежат, и еще что-то будут делать. Так, ну короче здесь поняли, да, вот эти два, еще разочек я вам покажу, кто не видел там, что все. Вот этот здоровый такой, кстати. Он больше, чем я величиной. Тигр. Год тигра у нас будет. 2022. Вот тут вывоем и там. Бык. С прикольными такими рогами. Вот у нас бык. Ну что, пошли вон туда, сейчас туда выйдем. Надеюсь. Но тут тропинка есть. Так, всем привет. Наконец-то попала на стрим, долго ждала. Привет, да. Тут недолго получится, потому что я что-то телефон не зарядил перед выходом. И у меня всего 30% заряда аккумулятора. Поэтому сколько выйдет, столько выйдет. Сам обрубится потом. Я так думаю. Так, это мы тут проходим, короче, такими путями. Ага, на улице Пояркова. Пояркова улица. Так, можно посюда, по-моему, да, пройти. Вот там напротив цирк городской. Так, а здесь можно пройти, нет? Здесь тоже, по-моему, можно пройти. Угу. Здесь тренировочная... Так, давайте прочитаю, что там написано. Он уходит. Привет с юга, привет, Ко. Айси, привет. Валентина, привет. Всем привет. Так, блин, куда я зашел? Я тут не пройду точно. Мне придется. Показалось. Вот здесь вот пройти можно. Или нельзя. Надо перелазить. Ё-моё. Вот не понос, так золотуха. Хорошо у меня ноги длинные. Могу вот это самое перелазить через эти заборчики. Тут, короче, вот напротив Якутский цирк. Самый северный, самый бриллиантовый цирк. А здесь у нас Мудун, тренировочная, короче, база. Тут тренировки всякие проходят. Ну, спортсмены тренируются. Можете вы сами ходить сюда тоже, как бы записаться там.
Ух ты, а там же елку поставили, а. Так, вот здесь вот такой как камень здоровый. Вот такой вот камень был. На нем надпись. Так, посмотрим на надпись. Мадунтас. Ага. Камень силы Мадунтас. Символ стремления к победе, мощи и силы воли. Вот это что камень означает. Вот. Так, тут интенсивная движуха такая. Так, хотелось бы к елочке к этой подойти. Ё-моё, мне что, надо переходить, получается. Давайте оттуда пойдем тогда. Ну, что сделаешь? Придется. Вон там переход в той стороне. Так, шнурок у меня развязался. Но сейчас, к сожалению, придется так ходить. С развязанным шнурком. Хорошо, у нас тепло сегодня, говорю. 25 градусов где-то. Вообще температура вот не ощущается, что холод какой-то. Потому что в декабре за минус 40. В прошлом году уже 50 было. Где-то под 50. А вообще опускалась температура в прошлом году до минус 57. Это в Якутске. В Якутске вот какое-то потепление, что ли. Все-таки погода, климат меняется, да. И с одной стороны, их тепло это хорошо, как бы, да. Но у нас, сами понимаете, вечная мерзлота, поэтому радоваться ли такому, не знаешь. У нас даже искусственно почву прогревают. Ой, промерзает, промораживают, чтобы сваи там они более надежно стояли, как бы, да. Оттайки грунта не было. Так, вот сейчас елочку возле цирка. Будет интересно представление-то. В цирке, в театре же проходят представления. Туда можно заходить, но там рассадка такая через место или как там. Или, ну, наполовину, по-моему, зал всего про билеты продают. Вот в театры. В цирк, наверное, тоже должны, по идее. Так, ну здесь что у нас? Вот эти вот деревья такие, да, или что это? Фонари такие вот светящиеся, но они с прошлого года. И вот тут елочка. Я смотрю, елочка новая, что ли? В том году была она, нет? Но тут вот какая-то изо льда была композиция вот здесь вот. Я помню. Да, я помню. Была композиция ледовая. Они ее нынче решили не ставить, да? Так, помощи кофе с мороженым попробовала, мне понравилось. Когда-нибудь еще попробую. Да, конечно, это вкусно. Ой, у вас потепление всего минус 28. Да, жарень, блин. Я не знаю, я хожу вот это, короче, потею. На мне, ну, вот эта куртка, штаны вот эти вот зимние такие, знаете, да? И это самое, мне жарко. Жарко, раскрылся. Ага. А если зайдешь в магазин, наверное, там куда-нибудь, там вообще вспотеешь. Вот тут такие вот гирлянды новогодние. Ватник. Ватник. Да. Ватник. Вот игрушки тут какие-то вот висят здесь. Вот, мы с вами даже что-то делали, да? Что-то. А, вот Дед Мороз. Или это сами, по-моему, да, делали. Смотрите, шары какие большие. Вот моя рука. Вот шар, да? Офигеть, да? Вот это да. Потому что люди все готовятся к Новому году. У нас машин вообще видимо-невидимо. Я вчера ехал вечером. Одни пробки сплошные. Долго так ехал. Из-за этих. То, что люди... Еще тепло. А смотрите, тут они заходят туда. Там уже представление, что ли, идет? Что ли, или что? Я не пойму. Надо посмотреть в интернете. Вот этот цирк, бриллиантовый цирк. Берете. Да, вот там что-то на вход. Я смотрю через окно и что-то там их проверяют. Проверяют, видать, QR-код там, температуру меряют. Да, ну, как оно положено все сейчас по нынешним правилам посещения вот массовых заведений. Так, а здесь афиши. Я смотрю афиши. Евгений Прокопьев, да? Так, а здесь что такое? Уже очки снял, поэтому
Минуты счастья. Вот будет какой-то. Что-то не вижу. Ну, надо набрать просто сайт Евгений Прокопьев. 17 декабря. Касса. Вечер. Вот с ним будет 17 декабря, через 7 дней будет встреча. Но, видать, здесь проходят какие-то, кроме цирковых, еще. Но я ходил сюда на концерты. Группа там разные приезжают. Я вот на Песняры мы ходили, белорусский такой ансамбль, кто помнит, в советское время он Песняры был. Они сюда приезжали, но они как бы не в этом оригинальном составе, а как там, ну, они уже, по-моему, 2 коллектива, что-то они там делят, короче, ну, красиво, да, поют. Вот они в этом цирке и выступали. Представления тоже интересные, самобытные. Вот этот Мадун, спортивный комплекс, большой здесь. Тренировочная база, короче, республиканский национальный тренировочный центр. Ага. Вон у них там тоже елка наверху, я вижу, стоит. Маргат. Так, здесь остановочка. Так, и чё. Да, так, еще французские. Так, елка желаний есть. Елка желаний у нас, я, слушайте, не знаю, что такая есть. Елка желаний, даже не в курсе. Так, что там еще написали? Еще французские певцы приезжали, выступали рядом с парком. Да, я же снимал их. Это вот, кстати, недавно я видел там они по-французски пели что-то, песни какие-то. Да. К нам много иностранцев приезжают, как бы хотят попробовать холодок. Вот этот якутский холодок, съездить на полюс холода, там Тор, Аймикон, там искупаться зимой при минус 50. Значит, там незамерзающий источник, вот в нем купаются они. Много туристов, да, которые вот именно зимой хотят посетить Якутию, вот в этот холод, испытать себя, там проехать по этой северной трассе, вот, которая на Магадан идет. Там Тор, значит, через Тамтор туда на Магадан она идет. Известная трасса. Ну и вот эта улица Пояркова. Движемся. Наверное, надо будет куда-то зайти. Мне немножко погреть телефончик. Сам-то я не мерзну, а вот телефон, он замерзает. Я говорю, все равно минусовая температура. Много туристов в Якутске. Да, бывает. Но сейчас опять ограничения эти, я не знаю, вот как сейчас. Сейчас уже, конечно, меньше иностранцев, а раньше вообще много-много приезжало, да. Вот эти, которые пешком ходят, на велосипедах один даже приезжал. Зимой они с женой на велосипеде в минус 50 тут по северной трассе вот этой шуровали, там что-то, короче, всякие экстремалы, ну понимаете, да, тут у нас расстояние 1000 километров от пункта до пункта, и вот они вот шуруют тут зимой в минус 50, да, любителей таких полно, особенно с Европы приезжают, там откуда-то, помню, итальянцы приезжали, вот это ощущение вот этого мороза они передают, как у них, но они же не ощущали никогда, что такое там минус 40, минус 50, выходят и делятся, что у них там начинает кожа что-то там трещать там и так далее. Забава, короче, такая своеобразная. Так, ладненько. Это мы сейчас тут подходим к Бахусу и мясному двору. Зайти, показать вам, сколько оленина стоит. Что ли? Тут оленину продают. Вот здесь вот мясо, жеребятина там, то все. Посмотрим, зайдем. Маска на мне одета. По-моему, сюда QR-код не надо. По площади он... на первый этаж не надо QR-код. А туда дальше, уже на второй и выше проходить, там, по-моему, через QR-код. Хотя сейчас, в общем, эти коды всех достали уже, и, честно говоря, уже
так особо не смотрят. Ну, хотя проверяют, так чисто формально как бы. Потому что предпринимателей дела не очень хорошо идут из-за этих дел. Так, читаем. Можно купить или нет приготовить. Уфа, а ты сейчас где? Уфа, наверное, Сугощу. Ага. Уфа, плюс 18. Да, в Уфе ничего себе, там минус 8, да? А когда и мы там проезжали на поезде, там было плюс 40, по-моему. Вообще жарко. Это жарень. Хорошо, мы в поезде ехали, там кондиционер. Минус 25 было градусов. Все кайфово. Это Бахус. Тут винишка. Сюда не будем. Дядька. Что у нас здесь? Сердце алюмина 280 рублей. Анабарский уз. Так, это что такое здесь? Филе, курица, да? Сердце оленя 280 рублей. Так, а что еще? Сердце говяжье, язык говяжий. Фарш. Курсажи, ребятина. 700 рублей килограмм. Так, это откуда она? 550 рублей. Татинский лук. 650 рублей жеребятина. Мясо жеребятина, татинский 650. Жеребятина, татинский 700. Вот, печень оленина 500 рублей. Так, конина. Мегина Кангаласки 450. Состав даже написан. Представляете, да? Мясо конины. Вот выглядит. Мясо конины, Мегина Кангаласки 500 рублей. Мегина какое. Так, мясо говядина. А, это уже Краснодарский как раз пошел. Так. Да, мясо. Это уже свинья пошла. Ноги свиные. Так. Ноги говяжьи. Что надо. Получается, что из местных продуктов здесь продают вот жеребят, конину, да, за 500 килограмм, потом конина 450, оленина, печень, жеребятина 700, 650, ну да, вот 700 рублей. Ну вот таким образом. Подходим. Ладно, отсюда подходим. Пройти-то. Сюда. Так, что тут продают? Календарики, да, продают всякие. Книжный маркет здесь. Такая разная. Короче. Так. А якутский черни есть у вас, да? Да, 40 рублей. 40 рублей, да, уже стоит, да? Месяц как? Месяц, да, а до этого 35 был, да? Да. Да, уже 5 рублей подорожало. Обалдеть. Все дорожает. Короче, все дорожает, все, даже газетку уже не возьмешь, не почитаешь. Так, давайте. Ой-ой-ой.